Дуслар салям, всем привет! Это Эда подкаст. Я Римма, и я учу татарскому. А я Айнур, и я учусь татарскому у Риммы до сих пор. Друзья, в этом выпуске мы будем учить татарский по новостям, старый, полюбившийся всем формат, но немножко мы по-другому решили его разыграть. Я подобрал несколько новостей в этот раз, несколько заголовков. Заголовки мы берем с сайта Азатлыка Радиуса, и там есть такие конструкции, которые мне, например, сложнее понять, или какие-то слова. И вот я хотел тебя попросить их разобрать. Эйда подкаст. Учим татарский. Будем делать так, я читаю заголовок, Римма переводит на татарский и отвечает на мои вопросы. Итак, Римма, первая новость звучит так. Татар шурасы, татар милләтенә һәм Татарстанга бәйлелекне күрсәтүче таныклык чыгарган. Вау. То есть мы делаем наоборот. Да. День наоборот. Да, бывает же, когда ученики становятся учителями. Давай. Татар шурасы — это совет татар, Татар милләтенә һәм Татарстанга татарской нации и Татарстану, бәйлелекне күрсәтүче показывающий привязанность к татарской нации и Татарстану, таныклык чыгарган. удостоверение выпустил. То есть татарский совет выпустил удостоверение, показывающее Связь Татарстана. связь татарской нации с Татарстаном. Не все татары живут в Татарстане. И не все татарстанцы татары. Да. Такая математика. Да. Бейлерга — это завязывать, правильно? Да. А бейлелик — связь. Связь, привязанность. Бейсизлик — это независимость. Бейсис, типа не завязанный, да? Да. О, как интересно. Бейдага — это собака на Мгм. привязи. Вот это вот ремешок или что там, цепь — это и есть бей. О, прикольно. Это очень интересно. Я вот этого не знал. То есть бейлерга я знал, завязывать. Завязать обувь — это тоже бейлерга. Ешь, нурларна бейлерга. Вот вязание, Мгм. вязать носки — это тоже бейлерга. Каймова бейлерга — это привязать к забору собаку, например. А бейлелек — это может быть и зависимость, и связь. Тәмәке бейлелик, можно сказать? Тамакига бейлелек. Тәмәкеге. К кому привязали, к чему привязали? Мгм. К сигаретам привязали. Супер. Очень интересное слово. Второе тут интересное для меня слово — это таныклык. Да, хорошее слово. Это как идентичность, ID-карта. Получается, таныклык. Туу турындагы таныклык. Мгм. Прям, когда писали на свидетельство? татарском, да, Мгм. прям когда писали на татарском, там было написано туу турындагы таныклык. Таныклык — это от слова, я знаю, вот мин сине тонадым, я тебя узнал, да? Танырга, то есть узнавать. Мгм. Таныш, знакомый. Мгм. Таныклык, то, что дает о тебе знать. То есть идентичность. Супер. Здесь мы все разобрали. Следующий заголовок, тоже из Азатлыка Радиуса. Казаннан Грузияга киткән Эльвина Шарифуллина. Здесь пока все понятно. Вот здесь. Сәясәт синең тормышыңа турыдан-туры тәэсир итә. Сначала давай полностью переведем. Казаннан Грузияга киткән Эльвина Шарифуллина. Эльвина Шарифуллина, которая переехала из Казани в Грузию. Кстати, почему Грузия? Почему не Гыржистан? Не знаю, в Азатлык Радиус, насколько я знаю, там все страны пишутся как, Германия, Европа, хотя можем писать Алмания, Ауропа. Просто вот такая политика. Римма правильно подсветила, что у Грузии есть и татарское название Гыржистан. Кыргызстан. Сәясәт синең тормышыңа Политика на твою судьбу турыдан-туры напрямую. тәэсир Влияние итә. оказывает. Супер. Мне тут интересует турыдан-туры. Парное слово. Да. Вот, Оно парное? да. Турыдан-туры. Это как будто опак, да? Коп-кора, Да. Тут тура это туп-туры. прямо. Это вот очень прикольный татарский эффект. Турыдан-туры — это прямо напрямую, как бы Да. будто бы, да? Да. Усиливающий эффект. Да. То есть она говорит про то, что прямее уже некуда. Мгм. То есть политика действует на твою судьбу, на твою жизнь прям непосредственно. Мгм. А тәэсир итә? Влияет. Что-то на меня влияет. Меня нәрсәдер тәэсир итә. Бу спектакль меня бик нык тәэсир итте. М, То есть этот спектакль меня очень впечатлил. То есть тәэсир — это еще впечатление. Синең бу фильмнан соң нинди тәэсирләрең калды? Тәэсирләрең белән бүлеш. Поделись своими впечатлениями. Тәэсир итте, впечатлил или повлиял? Можно фонетически? Вот как ты говоришь, вот там есть тәэсир, как ты делишь тәэсир, вот что ты произносишь между ними? Вот этот звук
Или у тебя что-то типа вот хамзы, типа сир. Извините. Да. Это вот эта тема, которую там, не знаю, там несколько подкастов Ага. назад мы обсуждали. Как ты называешь? Хамзя. Мгм. Я его называю просто мини-пауза. Мгм. Сир. То есть мы куда-то сир прячем вот на Мгм. полсекунды язык, и там не к, там не Мгм. х, там ничего другого, просто вот это вот наш особенный звук хамзя, где он еще есть. Вот Мы в прошлый раз разбирали, что легче всего представить, когда мы говорим «а-а». Или типа «не-а». Не-а. Вот это «не-а». То есть «да-сир». Айя. «Да-сир». Сир. Ну вот, порепетируйте. Мин. Май. Да, можно найти слова и порепетировать. Следующий заголовок. Жырлардан курку. Усалның 15 иллейке жыры һәм тагын берничә әсәре музыкаль платформалардан юкка чыккан. Жырлардан курку. Боязнь песен. Страх. Страх курку — это страх, да? Фобия. Мин куркам, я боюсь. Жырлар песни. Усалның 15 иллейке жыры. Песня 1552 Усала. Это рэпер такой татарский. Һәм тагын берничә әсәре И еще несколько произведений музыкаль платформалардан юкка чыккан. исчезли из музыкальных платформ. Вот давай юкка чыккан. Юкка чыккан, юк — это как бы нет, Да, чыккан вышел. да, А вместе юкка чыккан исчез. исчез. Вышел в сторону ничего. Ну да, ну типа юг, типа нет, отсутствие, в отсутствие чыккан, вышел в отсутствие. Интересное, да, выражение? Можно еще сказать, юг был, да. Юг был, да. Да. Стал нетом. Да, стало и нету. Стал нетом. Прикольно. Окей, давай сразу следующее. Татарстан стратегиясы телден саясатка куша. Стратегия Татарстана переходит от языка к политике. Да, это... Когда? Это что за новость такая? Нет, это имеется в виду здесь статья о том, что в татарстанской политике все меньше уделяется роль татарскому языку и все больше общероссийской идентичности, ну, как бы тренд. Дальше. Татарстанда ягулык кытлыгы. Халык борчыла. А в Татарстане дефицит топлива. Халык борчыла. Народ волнуется, народ переживает, народ беспокоится или выражает беспокойство. У меня вот тут несколько интересных слов. Ягулык. Ягулак, топливо, — это топливо. да. А яд как будет? Яд, Яд на татарском. агу. Агу. Ягулак от глагола ягарга, то есть топить. Ягырга. Топить, например, печь. Мгм. Мещегарга. А и мищагырга. Еще бывает Мунча-ягырга. мунча-ягырга. Ягулык. Супер интересно. Тоже не знал. Кытлыгы. Катлак — это недостаток, нехватка. Масалян в народе говорят, например, не выбрасывай это катлак-киллер. То есть придет вот нехватка, голод, недостаток. То есть не выбрасывай хлеб и пей катлак-киллер, не выбрасывай там еду, катлак-киллер. То есть... Ну, такое тоже суеверие татарское. Не суеверие, а вот это горькая такая память вот о голоде, о голодоморе, о каких-то вот дефицитных годах. То есть люди это пережили и переживают, что это может заново наступить. У тебя тут все выброшено, никаких запасов. Поэтому у нас стараются все беречь. Следующий заголовок. Безнең гәҗит һәм юлдаш ябыла чиратта кем? Это очень тяжелая новость. Наша газета. Это название газеты, наша Да. газета, да? Гәҗит — газета. Да. Һәм юлдаш. И спутник. Ну, хотя эта газета «Юлдаш» не должна переводиться. То есть «Безнең гәҗит» Да. и «Юлдаш» Ябыла закрываются. чиратта кем? Кто на очереди? Да, это новость о том, что закрываются татарские газеты у кого-то из-за политического давления, у кого-то из-за нехватки средств. Да, до этого закрылись Татарстан Яшляре. То есть они выпустили последний номер, как с Газеты или все Татарстан яшьләре закрылись, сказали все. Киләчәк юк, без Ты же в ябылабыз. курсе, что газета Татарстан Яшляре со столетней историей, и Юлдаш, и особенно «Безнең гәҗит», они относительно, конечно, молодые издания, но все равно очень обидно. Особенно за Юлдаш. Это просто, не знаю, прям в красках нашего детства. Но за Татарстан Яшляре я вообще молчу, потому что это был такой рупор такой суверенитета. Я помню, в детстве я мечтала стать журналисткой, вот читая вот этих вот авторов, вот их
такой остроумный, такой политическо-общественно широко... Как сказать? Форматный, Да, широкоугольный. широкоугольный анализ. А для меня это было настолько вот вау, что на татарском языке, на легком, читаемом, адекватном татарском языке, и на такие серьезные, нужные темы. И, конечно, очень обидно, что, во-первых, в Татарстане шляхи давно ушли уже от такого формата подачи. Во-вторых, что вообще закрылись. Говоря про татарскую журналистику, вы можете выписать какое-то печатное издание, вот чтобы никто не закрывался. А если сами не читаете, это можно сделать для бабушек, для дедушек, они с радостью читают. Можно сделать выписку для какой-то библиотеки в какой-то татарской деревне. Школы. Для школы, да. Это стоит недорого, но вот там так можно поддержать татарские печатные издания. И это хорошая тема. Предпоследнее. Госпралы бүгін яшаса ул Стив Джобс яки Марк Цукерберг кебек булыр иде. Госпралы Каспринский, если бы жил бүгін яшаса сегодня, ул Стив Джобс он был бы как Стив Джобс яки Марк Цукерберг кебек. или Марк Цукерберг. Интригующий заголовок. По всем материалам будут ссылки в описании видео. Если хотите почитать, пожалуйста. Если не знаете татарский, его учите. Сейчас Google переводчик. Выделяете, можно прям в браузере переводить, можно взять текст, скопировать, попросить перевести чат GPT. То есть это вас не должно останавливать. И последний заголовок. Америка, да? Бірінші топқыр узған башқұрт жиынында саяси тұтқындарны да искә алдылар. В Америке Бірінші топқыр узған впервые прошедший башқұрт жиынында на Башкирском съезде саяси тұтқындарны политзеков да искә алдылар. тоже вспоминали. Вот тут два словосочетания. Башкирт жиыны. Жиын. Это Жиен. жиын. Жиен. Ну, А я скажи говорю как? как-нибудь подобрее. Когда ты говоришь жиен, это когда мы ругаемся, мы говорим. Жиын. Жиен. Собирайся, типа. Не-не, мы говорим жиен псих. Жиен надан. Щен псих как будто, да? Жиен монкар. Нет, ну есть же слово и жиен, типа, собирайся. Ну да, это тоже есть. Так же пишется. Нет? Так и пишется. То есть глагол, императив, типа жиен. Жиенагас. Да, а жиен — это сбор. Таксикильде. Да, жиен — это сбор. Это, на самом деле, очень старинная, очень аутентичная форма самоорганизации, когда съезжались несколько деревень, несколько там населенных пунктов на несколько дней, устраивали и пир, и соревнования, и вот такие организационные какие-то заседания, и принимали какие-то важные для этого общества, для этой общины решения. То есть, например, когда начать посевы, что именно сеять, где пасти стадо, кого с кем женить, потом планировали свадьбы. И Сабантуй вот в нашем вот сегодняшнем понимании был частью вот таких вот мероприятий. То есть выявляли самого сильного, самого, там, не знаю, быстрого. И такой формат уже, конечно, утерян. Ну почему? Он может называться сейчас там конгресс, форум. Он не бытовой, но когда в любом случае татары собираются, что-то решают. Бывает же такое? И поднимают эти, мандаты. Да. Да. Но было бы, конечно, хорошо, если бы конгрессы Курултай решали что-то серьезное для общества и для нации. Башкиры, они вот сохранили это название, они и Курултай сохранили. Башкирский съезд, Башкирджияна. То есть можно на самом деле любой вот, важный съезд, по важной теме, по важному поводу назвать именно жиен, потому что народ собирается. Жиела. Друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравился формат. Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наши соцсети и учите татарский в легком ежедневном формате. Учите татарский на нашем сайте. Будьте здоровы. Сау болыңыз. Салямат болыңыз. Эйда подкаст. Учим татарский.